Бүгін Боордош Өзбекстан Республикасының президенті урматтуу Шавкат Миромоновичтин чакыруусу менен Өзбекстан Республикасына мамлекеттик сапарым өтүп жатат. Учурдан пайдаланып, мага жана Кыргыз делегациясына көрсөтүлүп жаткан жылуу меймандостук үчүн кымбаттуу кесиптешиме, урматтуу Шавкат Миромонович, сизге жана бүткүл Өзбек элине терең ыраазычылыгымды билдиремин. Уважаемый Шавкат Миромонович, дамы и господа, на протяжении столетий кыргызы и узбеки являются братскими народами, которых связывают дружественные и родственные отношения. Это наше общее достояние, которое мы бережно храним и передаем из поколения в поколение, и это наследие должно быть приумножено нашими потомками. Благодаря совместным усилиям за сравнительно короткий период мы вывели наши двусторонние отношения на совершенно новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Конструктивно решены вопросы границ, продвигаются совместные проекты в торговле, экономике, энергетике, транспорте, гуманитарной и других областях, набирают обороты межпарламентские и межправительственные связи. Наши сегодняшние переговоры традиционно прошли в дружеской, теплой атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Мы с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Миромоновичем, моим дорогим другом, подробно рассмотрели широкий спектр политических, экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных вопросов. Достигнуты конкретные договоренности, направленные на укрепление и дальнейшее развитие нашего сотрудничества и поиск путей решения отдельных вопросов, стоящих в двусторонней повестке. Ключевым итогом сегодняшних переговоров стало подписание совместного заявления о дальнейшем углублении и расширении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание нами было уделено углублению кооперации в сферах экономики, торговли, инвестиций и сельского хозяйства. В торгово-экономической области наблюдается положительная динамика. Приятно отметить ежегодный поступательный рост объемов взаимной торговли. Мы нацелены на доведение двустороннего товарооборота с Узбекистаном до $2 миллиардов США и готовы предпринимать все необходимые для этого усилия. Буквально вчера, 17 июля, успешно состоялся Кыргызско-узбекский бизнес-форум под председательством вице-премьер-министров и с участием представителей бизнес-сообществ наших стран. Все кыргызско-узбекские совместные планы и инвестиционные проекты последовательно реализуются. Мы уже видим хорошие сдвиги и результаты нашей совместной работы. Планируемый на сегодня запуск при нашем вместе с уважаемым Шавкатом Миромоновичем участии завода по сборке легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники, а также фабрики по производству текстильных изделий в Чуйской области, призван подчеркнуть практическое воплощение наших договоренностей и обоюдной готовности делать все для сотрудничества между нашими странами. Приоритетные усилия наших правительств направлены на поддержку предпринимательства, улучшение инфраструктуры и развитие торговой и логистики, а также на поиск новых сфер сотрудничества, способных стимулировать увеличение товарооборота между нашими странами. В этих целях мы договорились открыть на взаимной основе торговые дома в столицах наших стран, в Бишкеке и Ташкенте. В целях создания благоприятных условий для активизации взаимодействия регионов двух стран в различных сферах деятельности мы договорились усилить работу в рамках Совета глав приграничных регионов под патронажем глав правительств двух стран. Очередное заседание Совета уже ожидается в ближайшее время в Узбекистане. Мы рассмотрели вопросы реализации совместных проектов в сфере транспорта и коммуникаций, а также совместного рационального использования водно-энергетических ресурсов в регионе. Мы договорились совместно работать по реализации проектов строительства Камбаратинский ГЭС-1, а также ГЭС на реке Чаткал. В сфере транспорта мы намерены тесно сотрудничать в реализации проектов по строительству межгосударственных транспортных коридоров по направлениям Дарот-Коргон, Ичкоргон и Чаткал-Ташкент.
Мы констатировали важность скорейшего начала практической работы по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан, имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран и развития всего региона. В целях создания благоприятных условий для поездок граждан Узбекистана, проживающих в Сохском районе и населенных пунктах Шахимардан, Чонгара, Таштөбе, Ферганской области, мы внесли необходимые изменения в межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан двух стран. Теперь данная категория граждан Узбекистана может въезжать и выезжать транзитом через территорию Кадамджайского района Баткенской области Кыргызстана без исчисления сроков их пребывания. Мы также условились принять меры по расширению сотрудничества в таких сферах, как культура, образование, наука, спорт и туризм. Взаимный культурный обмен способствует укреплению дружественных отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами. 14-15 июня в городе Аше успешно проведен диалог поколений с активным вовлечением аксакалов, интеллигенции и молодежи двух стран. На этой неделе проходят Дни культуры и искусства Кыргызстана в различных городах Узбекистана. Сегодня мы с уважаемым Шавкатом Миромоновичем примем участие на торжественной церемонии их открытия. Мы высоко оценили итоги второго форума ректоров высших учебных заведений Кыргызстана и Узбекистана, прошедшего накануне моего визита. Отдельное внимание уделили вопросам развития сотрудничества в сфере туризма, где наблюдается наличие огромного потенциала. Узбекистан занимает первое место по количеству иностранных граждан, приезжающих в Кыргызстан. В 2023 году их количество составило около 1,5 миллиона человек. Уверен, что и в текущем году данный показатель превысит все наши ожидания. В целях создания совместных туристических продуктов разработаны проекты туристических маршрутов, включающие достопримечательности Кыргызстана и Узбекистана. Отрадно, что с июня осуществлен запуск регулярных авиарейсов по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Мы также обсудили наши предложения по созданию уникального всесезонного туристического проекта горнолыжного курорта Чаткал-Резорт. Учитывая, что горнолыжный комплекс Амирсой расположен недалеко от границы, уверен, что реализация подобных инвестиционных проектов послужит стимулом для развития индустрии туризма и спортивного потенциала между двумя странами. Дорогие друзья, мы также провели углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Наши позиции по многим международным вопросам одинаковые и близкие. Кыргызская сторона поддерживает вступление Республики Узбекистан в Всемирную торговую организацию. Стороны успешно завершили процесс переговоров, и мы будем всячески содействовать скорейшему вступлению братского Узбекистана в ВТО. Приятно отметить приверженность сторон консолидации усилий в сохранении стабильности и безопасности в регионе и за его пределами. В завершение хочу выразить уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности наши правительства воплотят в конкретные результаты, и будет сделано все зависящее для практической реализации намеченных планов на ближайшую и долгосрочную перспективу многогранного кыргызско-узбекского сотрудничества. Сегодня мы смогли закрепить позитивные сдвиги в наших отношениях, наполнить их новым качественным содержанием в русле стратегического партнерства. Хочу еще раз выразить признательность уважаемому Шавкату Миромоновичу и всем нашим узбекским друзьям за совместную плодотворную работу.